Под окнами многоквартирных домов горы строительного мусора. Рабочие расчищают помещения и готовятся к капитальному ремонту. Сроки окончания работ, правда, пока неизвестны. Рабочие пожимают плечами. Может, успеют к маю, а может, только к декабрю. За время боев в Дебальцево было разрушено почти 80% зданий. Эти кадры сняты в прошлом году. Военная техника на улицах, воронки от снарядов, полевая кухня, где раздают еду оставшимся мирным жителям. Сегодня люди по-прежнему вздрагивают от громких звуков и вспоминают, как лишились всего. Мама под печкой убила, а я здесь на кушетке сидела. Нырнула в погреб. Осталась живая. Проходите. Побитые снарядами и шрапнелью дома нужно восстановить как можно быстрее, иначе их окончательно уничтожат снег и дождь. Но пока горожане ждут решения бесчисленных комиссий по восстановлению, которые собирают сепаратистские власти. Пообещали, поставили нас во вторую очередь, мы подали все документы. Ну, а там будет уже комиссия одна была, вот будет еще одна комиссия, ну и будут смотреть, как этот восстанавливать или новый ставить. В части домов есть и электричество, и отопление. Только дыры в стенах жителям приходится закрывать самостоятельно. Мы сами там нагородили всякими досточками, этим самым целлофаном, подперли трубами, которые меняли по подвалу. Вроде как сойдет. На вопрос, сколько стоит восстановление Дебальцева, в администрации отвечают неуверенно, как и на вопрос о сроках окончания строительства. Зарплату подрядчикам, которые выполняют работу, пытаемся выплачивать, а основной объем затрат ложится на Российскую Федерацию, на гуманитарную помощь, на стройматериалы. Дебальцево не единственный населенный пункт, разрушенный во время боев. Но хотя в соседних селах дома пострадали не меньше, их сепаратистские власти пока отстраивают не так активно. Катерина Кочкина, Зиновия Стефанюк. Настоящее время.